ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ثم أما بعد. عباد الله, о рабы Аллаха, сколько раз мы замечали, как жизнь становится бесцветной и безвкусной, когда слабеют узы братства. Мы снова и снова будем говорить о братстве, потому что эта тема как никогда актуальна для нас. Потому что мы замечаем, как высыхают ростки любви ради Аллаха Субхану Тааля, как наряду с вихрями мирской жизни, пытающейся увести нас от поклонения Аллаху Субхану Тааля, на нас еще нападает другая беда – ослабление братских уз и похолодание отношений между братьями. И насколько велика разница между обществом, представители которого связывают узы братства и любви ради Аллаха Субхану Тааля, и обществом, представители которого являются эгоистами, думающими только о своей мирской выгоде. Это мертвое общество, не способное на развитие. Такие представители, находясь рядом друг с другом, не берут на себя ответственность за работу для исламской уммы. Их сердца постигло самообольщение и эгоизм вместо братской любви и предпочтения других вместо себя. Такой человек будет чувствовать отчужденность от братьев и сухость отношений. Давайте же рассмотрим, какие поступки портят любовь друг к другу ради Аллаха Субхану Тааля. Но прежде этого, давайте же окунемся в сады Корана и Сунны, чтобы сорвать оттуда несколько аятов и хадисов, показывающих нам пример любви и братства ради Аллаха Субхану Тааля. Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал: «Иннамаль му'минуна ихва». Воистину, му'мины – братья. «Фааслиху байна ахавайкум». Так примиряйте же братьев, когда между ними произошел какой-либо спор. И Аллах Субхану Тааля, описывая блаженство обитателей рая, говорит: «Ваназа'на ма фи судурихим мин гиль». И мы сняли ту злобу и ту зависть, которая была в их сердцах. Мы сняли эту зависть. Ихвана, и они стали кем? Братьями по отношению друг к другу. «Аля сурурим мутакабилин», говорит Аллах. Они в раю на ложах сидят лицами друг к другу, не отвернувшись друг от друга, повернувшись к своим братьям лицами. Так вот, то, что портит отношения между братьями, это зависть, злоба и ненависть друг к другу. Это портит не только братство человека, но и портит всю его жизнь. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, упоминая 7 категорий людей, которые будут прохлаждаться в тени Аллаха Субхану Тааля в тот день, когда не будет иной тени, сказал, что одна категория из них – раджуляни тахабба филлях. Это двое, которые полюбили друг друга ради Аллаха Субхану Тааля. Ичтама алейхи ва тафаррака алейхи. Они собирались ради Аллаха Субхану Тааля и расходились ради Аллаха Субхану Тааля. И в хадисе Аль-Кудси посланник Аллаха передает от Субхану Тааля Аллаха Субхану Тааля: «Аль-мутахаббуна фи джаляли лахум манабиру мин нур». Те, которые полюбили друг друга ради Аллаха Субхану Тааля, им будут почетные места в раю, им будут кафедры в раю, из чего? Из нура. И что? «Ябитухумун набиюна ва шухада». Пророки и шахиды будут завидовать им. Насколько Аллах Субхану Тааля поднял любовь ради Аллаха Субхану Тааля, насколько Аллах сделал эти узы такими дорогими и ценными. И в хадисе от Абу Хурайры, ради Аллаху анху, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает, что однажды один человек отправился навестить своего брата-мусульманина в одно селение. И Аллах, Субхану Тааля, Аль-Алим, знающий Аллах, отправляет ангела к этому человеку. И тот ангел встретил этого человека по пути и спрашивает его: «Иля айна, куда ты направляешься?» И этот человек отвечает: «Уриду ахан фи хази аль-карья». Я хочу увидеть своего брата-мусульманина в этом селении. И ангел его спрашивает: «Разве у тебя какая-то нужда в нем?»
Есть ли какая-либо выгода из мирской жизни, из мирских выгод, которые ты хочешь получить у этого твоего брата? И этот человек сказал: нет. Только я хочу его увидеть, потому что я его люблю ради Аллаха. Только ради этого я иду, чтобы увидеть его. И тогда ангел сказал: «Фаинни расулюллахи илейк». Воистину я посланник Аллаха к тебе. Аллах меня послал к тебе, чтобы сообщить, что Он тебя полюбил только потому, что ты полюбил своего брата-мусульманина. Ла иляха илляллах. Аллах полюбил тебя. Аль-Карим, щедрый, полюбил тебя. Аль-Азиз, великий, полюбил тебя. Аль-Вали, покровитель, полюбил тебя. Ар-Рахим, сострадательный, полюбил тебя. Ар-Раззак, тот, который наделяет риском, наделяет уделом, он полюбил тебя. Какой страх тебе на этом свете после этого? Какая опасность тебе грозит после этого на этом свете? И ученые, салафы, наши праведные предшественники приводят слова Мухаммада ибн Мункадир, рахмаллаху та'аля, когда его спросили, какие блага, какие радости остались для тебя на этом свете, он сказал: «Ильтикауль ихван» – это встреча со своими братьями. Встреча со своими братьями, которых я полюбил ради Аллаха субхану ва тааля, а также идхалю сурури алейхим, также радование этих братьев, приносить им радость, сообщать им какую-либо радостную весть. Это единственное благо, единственная радость для него на этом свете. Он не видит на этом свете больше иной радости, иного наслаждения не видит. Все остальное, все мирское, что погрязло. Это радость, которую он приносит другим, затмила все остальные блага этого света. Богатство ли это, или женщины, или дети, или что-то иное. Аль-Хасан аль-Басри, рахмаллаху та'аля, сказал: «Ихвануна ахаббу илайна мин ахлина». Наши братья любимее для нас, чем наши семьи. Почему? Ихвануна юзаккируна бил ахира. Наши братья напоминают нам ахират. Они напоминают нам о нашем конечном исходе. Напоминают нам о той жизни, которая будет вечной. Чтобы мы готовились к ней. Чтобы мы боялись Аллаха. Напоминают нам все эти опасности, которые могут поджидать нас на том свете. Чтобы мы не ослушались Аллаха субхану ва тааля. Мои братья напоминают мне ахират. А наши семьи напоминают нам этот мир. Постоянно тянут нас куда? К этому миру. Чтобы мы запасались как можно больше благ, как можно больше удобств и так далее. Послушайте над этими словами, которые сказал Халид ибн Сафван. Воистину, самый слабый человек – это тот, который не может себе найти друзей. Тот, который не может себе найти братьев, которые помогали ему в поклонении Аллаху субхану ва тааля. А еще слабее тот, который, имея этих братьев, потерял их в результате своих дурных нравов, своей грубости и своих плохих привычек. Послушай над этими словами, которые я привел, над аятами Аллаха, над хадисами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, над словами ученых. И сегодня настало время, когда люди строят отношения на мирской, ничтожной выгоде этого мира, такой как богатство, авторитет или же иная мирская выгода. Кто тот, какой твой друг помог тебе подчиняться Аллаху субхану ва тааля? Какой друг помог тебе стать на путь Аллаха субхану ва тааля? Какой друг тебя радует и укрепляет на пути Аллаха субхану ва тааля? Какому другу ты можешь открыть свои печали и грусти? И тот друг, который встает рядом с тобой, когда тебе трудно, и тебя постигли какие-либо беды этого мира. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, сказал: встреча братьев – это отведение печали. Воистину, братья, которых ты полюбил ради Аллаха субхану ва тааля, это услада твоего сердца, услада твоих очей. Это упоение твоего сердца. Это радость этого мира. И если ты не вкусил этой радости, ты не понял
вкуса имана. Как же можно разумному человеку прервать братские узы, и чтобы потом жить в мире полном печали, грусти и тревог, далеким от той награды, которую Аллах Субхану ва Тааля обещал тем, которые полюбили друг друга ради Аллаха Субхану ва Тааля? Существует много преград, которые портят братские отношения. Первой этой преградой является надежда на те блага, которыми владеет твой друг. Если он, например, богатый, или же имеет какую-либо дорогую, красивую машину, или же имеет много денег и так далее. Когда ты заришься на его богатство. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Изхад фид дунья юхиббука Аллах». Будь аскетом в этом мире, и тогда тебя Аллах полюбит. Довольствуйся малым, и Аллах тебя тогда полюбит. «Вазхад фима айдин нас юхиббука нас». И будь аскетом относительно того, что в руках у людей. Не зарься на это все, и тогда эти люди полюбят тебя. И нет сомнений в том, что тот твой друг, который зарится на твое богатство, на то, чем ты имеешь, ты не любишь его. И ты чувствуешь эту холодность в ваших отношениях. Ты не любишь его. А тот же, который дает тебе понять, что он не нуждается в том, что есть у тебя. Он дает тебе понять, что ему достаточно то, что ему Аллах спонтанно даровал. Ты любишь его, знаешь ему цену и почитаешь его. Аллах Субхану ва Тааля сказал своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям: «Валя тамудданна айнайка иля ма матта'на бихи азваджам минху захрат аль-хаяти дунья». И не смотри, не зарься на то, чем мы насладили этих кафиров, многобожников, насладили из благ этого мира. Жены ли их это? Или же другие украшения этого мира. Не зарься на все это. Линафтинахум фиги. Мы всего лишь даровали им это в качестве украшения этого мира, чтобы это им было чем? Фитной. Чтобы это было испытанием для них. Чтобы это было наказанием для них в ахирате. «Вариску раббика хайру ва абка», говорит Аллах. А риск твоего Господа, какой это риск? Это та награда, которую Аллах тебе приготовил за то, что ты сказал «Субханаллах». За то, что ты сказал «Ля иляха илля Аллах». За то, что ты отверг поклонение идолам. За то, что ты отверг поклонение зияратам. За то, что ты отверг поклонение кому-либо, кроме одного Аллаха. Награда, которую Аллах тебе приготовил за это, намного лучше, говорит Аллах. И ва абка. И она долговечнее. И если тебя постигла какая-либо беда, и ты не знаешь, как найти выход, то ты можешь отправиться к своему другу или к своим друзьям и попросить у них совета. И рассказать им. И если он уверовал Аллаху Субхану ва Тааля, является искренним рабом Аллаха Субхану ва Тааля, который верует в Аллаха, то непременно поможет тебе. Он непременно поможет тебе, если может помочь, потому что он знает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ю'мину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси». Кто-либо из вас не уверует до тех пор, пока не пожелает своему брату того же, что и желает самому себе. И Аллах, Субхану ва Тааля, похвалил ансаров в Коране. Аллах, Субхану ва Тааля, сказал: «Валлазина табаввау ад-дара валь имана мин qablihim юхиббуна ман хаджара илейхим ва ла яджидуна фи судурихим хаджатан мимма уту». Те же, которые приготовили свои дома, свои дворы, приготовили для кого? Для мухаджиров. Те ансары, жители Медины, которые приготовили свой дом для идущих гостей мухаджиров, и приготовили не только свои дома, но и приготовили иман. Какой иман? Свою любовь. Любовь к ним, полную любовь и привязанность к этим людям, которых они видели первый раз. Но они, мухаджиры, которые оставили свои дома на пути Аллаха Субхану ва Тааля, оставили свои семьи, они полюбили их и не чувствуют в своих сердцах какой-либо зависти к ним. Не чувствуют никакой зависти к ним за то, что Аллах их почтил больше. Как Аллах их почтил? Тем, что они мухаджиры, что они раньше приняли ислам. Тем, что они испытали много трудностей на пути Аллаха. Как Курайш мучил их.
подвергал пыткам. Они все это стерпели, и этим Аллах их почтил. И Аллах более возвеличил их. Однако эти ансары не видят в своем сердце какой-либо зависти или стеснения, стесненности от того, что они идут к ним в гости. И Аллах Субхану ва Тааля дальше сказал: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. И они, ансары, отдают предпочтение кому? Этим мухаджирам. Отдают им предпочтение, несмотря на то, что у них самих тяготы и трудности. И этот аят был ниспослан по причине одного ансара. Посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в один из дней пришел один мухаджир, жалуясь на голод, и еще что-нибудь, чтобы чем обмануть свой живот, чтобы чем-нибудь хотя бы перекусить. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ансарам, объявил им, кто приютит этого аль-мухаджира, который нуждается в помощи. Вызвался один человек из ансаров приютить его и накормить его. В то время, когда он сам был кем? Факиром. Он сам нуждался. И этот ансар, ради Аллаху анху, приходит к себе домой и говорит своей жене: приготовь еды, к нам пришел гость. Какой гость? Гость, которого вручил мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Этого гостя вручил мне тот, кого я люблю больше всех людей. Он мне вручил, и я отвечаю за него. Приготовь же еды для него. И его жена, ради Аллаху анха, ответила, что в доме нет иной еды, кроме еды, которая осталась для детей. И даже этой еды осталось немного. И дети голодные. И что же они сделали? Сказали этому гостю: извини, у нас дети голодные? Нет. Они не нашли себе оправдания отвергнуть гостя, которого послал к нему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Этот ансар приказал своей жене приготовить все-таки эту еду. И они уложили детей, отвлекли их, уложили спать, усадили его за стол, потушили лампу и принялись кушать. Этот гость принялся кушать, думая, что они тоже рядом с ним сидят, он и его жена сидят и кушают, в то время, когда те ели из пустой миски, а он ел последнюю оставшуюся еду. Вот самоотверженность. Вот предпочтение другого себе. Ему отдаешь предпочтение. Насколько они были готовы жертвовать собой ради своих братьев, мухаджиров. Поэтому Аллах похвалил его, ниспослав аят по его поводу: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. И они отдают предпочтение им, мухаджирам, даже если они сами нуждаются. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Аджаб Аллаху мин фи'ликум аль-бариха». Аллах приятно удивился вашей проделке, которую вы сделали вчера. И если тебя постигла какая-либо беда, проси совета, спрашивай совета у своих братьев. Не проси у него то, в чем ты нуждаешься, однако попроси совета. Поэтому ученые разделили между тем, чтобы просить у людей непосредственно ту нужду, в которой ты нуждаешься, и тем, чтобы рассказать этим людям о своей проблеме. Быть может, тогда найдется какой-либо выход, и он сохранит свое лицо целомудренным. Также следующей вещью, которая портит братские узы, это грехи. Грехи сжигают хорошие деяния. Они сжигают хорошие деяния, особенно портят братские узы, соревнования в совершении грехов. Упаси Аллах от этого. Кто больше выпьет водки? Кто больше сходит налево? Кто наглее на дороге? Бывают, люди останавливаются в середине машины, показывают людям свою наглость. Целая очередь, целая пробка получается сзади него. А он со своим другом разговаривает посередине дороги, вместо того, чтобы отъехать в сторону. Кто наглее на свадьбе? Показывает всякие номера на свадьбе, ослушаясь Аллаха Субхану ва Тааля, на той свадьбе, в которой есть спиртное и смешивание с женщинами. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-муслиму ахуль муслим, ла язлимуху ва ла яхзулю». Мусульманин, брат мусульманину, он не причиняет ему вреда, он не притесняет его и не оставляет его без поддержки.
И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлази нафсу Мухаммадин бияди, ма тавадда итhnani фаюфраку байнахума илля бизамбин юхдисуху ахадухум». Клянусь тем, в чьих руках находится душа Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Не было таких двоих, которые полюбили друг друга ради Аллаха, а затем разошлись, причиной которого не было бы грех одного из них. Один из них согрешил, и по этой причине между ними появился холод, и они разошлись. Поэтому Ибн Аль-Кайим, рахмаллаху та'аля, в своей книге «Аль-Джаваб аль-Кафи» сказал: тот, кто предпочел ослушание Аллаха субхану та'аля вместо братских уз, он ощутит в своем сердце холод, который вселяет в его сердце этот грех. Он ощутит в своем сердце холод по отношению к своим братьям, которые поклоняются Аллаху субхану та'аля. Поэтому ты видишь, тех, которые отошли от пути Аллаха субхану та'аля, а до этого дружили с братьями-мусульманами, ты видишь их, как они сторонятся их, как они сторонятся этих братьев и чувствуют какую-то сухость в отношениях. Видите, к чему приводит совершение грехов? Эти отношения портятся, потому что он испортил отношения с кем? С Аллахом. По этой причине Аллах портит отношения его с братьями. И ты посмотри на свое сердце. Чувствуешь ли ты открытость, радость, когда видишь своих братьев, которых ты полюбил ради Аллаха субхану та'аля? Если чувствуешь, альхамдулиллях. А если ты чувствуешь какую-то сухость, холод какой-то, или же то, что ты стараешься избегать их, тогда пришло время покаяться Аллаху субхану та'аля и вернуться к Аллаху субхану та'аля. А что же касается тех, которые подружились друг с другом ради того, чтобы ослушаться Аллаха субхану та'аля, соревнуются друг с другом в ослушании Аллаха субхану та'аля, то их дружба в ахирате обернется чем? Враждой. Аллах субхану та'аля сказал: «Аль-ахилляу яума изим ба'духум ли ба'дин аду». Эти люди, которые полюбили друг друга в ослушании Аллаха субхану та'аля, на этом свете дружили друг с другом только для того, чтобы ослушаться Аллаха субхану та'аля, вместе пить спиртное или же совершать иные грехи. Собираются только для того, чтобы выпить водки, например. У них нет иной причины собираться. Собрались, обязательно они должны найти того, кто купит им водку, если нет своих денег, и обязательно они так проводят время. И что же будет в судный день? Аллах говорит: такие в тот день будут врагами друг другу. Они будут в аду врагами друг другу. «Илля аль-муттакин», говорит Аллах. Кроме кого? Кроме богобоязненных. Я прошу Аллаха субхану та'аля, чтобы Он нас наделил любовью ради Аллаха субхану та'аля, и чтобы Он помог нам очистить наши души и поднять наши цели и стремления. Также из тех вещей, которые портят братские отношения, это отсутствие адаба в разговоре, отсутствие адаба в беседе. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, показал нам прекрасный пример, как нужно разговаривать с собеседником. И Аллах субхану та'аля сказал в Коране: «Вакуль ли ибади якулю лати хия ахсан». Скажи моим рабам, чтобы они говорили то, что лучше, то, что прекрасно. «Инна шайтана янзагу байнахум». Воистину шайтан портит их отношения. Портит их отношения. «Инна шайтана кяна лил инсани адуван мубина». Воистину шайтан для человека явный враг, говорит Аллах субхану та'аля. И человек может сказать своему другу какое-то слово, которое имеет два значения, двусмысленное какое-то слово. Быть может, он даже не имел плохого сердца, однако сказал такие слова, которые имеют несколько значений. Может быть, одно значение хорошее, а другое нехорошее. И в этот момент появляется шанс для шайтана. И он начинает научать тебе. Что он имел в виду? Что он имел в виду? Неужели он имел в виду тот смысл, тот плохой смысл,
под которым подразумевается это слово. И таким образом между ними могут испортиться отношения. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-калимату тайиба садака». А хорошее слово – это садака, это пожертвование. Поэтому, если ты говоришь со своими братьями, говори прямыми словами. Не используй двусмысленные значения. Говори прямо, как есть, то, что у тебя в сердце. Поэтому Абдуллах ибн Амр ибн Ас, радийаллаху анху, описывает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, такими словами: «Лям якун фахиша». Он не был тем, который говорил скверну. Он не был таким. Он не говорил обидные слова. «Валя мутафахишан». Он не говорил обидные слова непреднамеренно, ни нечаянно. Ни в коем случае он не говорил такие слова. Это качество посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Однако мы видим некоторых людей, упаси Аллах, от этого, которые даже, когда не злятся, вырыгают направо и налево всю скверну со своих ртов. Весь гной, все скверные слова. И это становится причиной того, что люди не хотят с ним общаться. Это становится причиной того, что люди с чистыми сердцами, которые стремятся к лику Аллаха, избегают этого человека, потому что он извергает эту скверну. Также из причин, которые могут стать преградой укрепления братских уз, является стремление или же не стремление слушать своего собеседника. То есть, когда человек не дослушивает своего собеседника. Поэтому один из салафов, рахмахуллах та'аля, сказал: быть может, кто-то рассказывал мне какой-то хадис относительно какой-то главы фикха. Он рассказывает мне этот хадис и этот вопрос, который я давно знаю, даже знаю еще до его рождения. Он начинает мне это рассказывать. И он говорит: я слушаю его до конца, проявляя благонравие. Слушаю его до конца, давая ему возможность высказаться. В то время, когда некоторые люди, как только начинаешь говорить какой-то хадис, сразу обрывают его. Он говорит: да, я знаю этот вопрос, я знаю этот хадис, знаю его. Как бы говоря тем самым этому человеку, что ты джахиль, и твоя участь только слушать меня. Я буду говорить, а ты должен только слушать. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выслушивал кого? Он выслушивал одну из глав неверия. Утбат ибн Раби'a, кафир. Он разговаривает с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и посланник Аллаха слушает его, молча слушает его. И когда он закончил говорить, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Халь фарахта я Абуль Валид». Ты закончил, Абуль Валид? Ты закончил? То есть, если ты не закончил, говори еще, я дослушаю тебя, выслушаю тебя. Есть тебе что-нибудь добавить? И тот говорит: нет, мне больше нечего добавить. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Аль-ан исма». А теперь послушай меня. Это говорит кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Тот говорит неверие, тот призывает к неверию, к нечестию. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, выслушивает его. Его выслушивает тот, кто призывает к таухиду, единобожию и благочестию. Также из тех причин, которые портят братские отношения, это чрезмерность в шутках. Когда человек постоянно шутит или подшучивает над кем-то. И некоторые сказали, что частое подшучивание или частые шутки – это преступление кого? Глупцов. И также частое чрезмерное подшучивание или шутки теряют у этого человека солидность. Этот человек теряет солидность в глазах окружающих. Поэтому шутки всегда должны быть в меру. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас даже этому. Его шутки всегда были легкими и подобающими, и подходящими. Следующей причиной
порчей братских отношений являются споры. Споры, постоянные споры и непримиримость. Имам Аль-Бухари, рахмаллаху та'аля, привел хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна абгада риджали иля Аллахи аль-аддуль хасб». Воистину, самыми ненавистными Аллаху людьми являются спорящие и непримиримые. Тот, который постоянно любит спорить. А Аллах, субхану та'аля, сказал также в Коране: «Вакана аль-инсану аксара шайин джадаля». Воистину, человек в большинстве своем постоянно припирается, постоянно спорит. И Аллах, субхану та'аля, описал также кафиров качеством споров. Это основное качество кафиров. И когда они попросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, расколоть луну, Аллах, субхану та'аля, показал знамение. Руками этого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, показал этим кафирам знамение и расколол луну. Вот они просили, вот раскололась луна. И что же, они уверовали? Нет. Аллах, субхану та'аля, сказал в Коране: «Ихтарабати саату ва иншаккал камар». Приблизился судный час, и раскололась луна. «Ва ярау аята юриду ва якулю сихрум мустамир». И когда же они видят, эти кафиры видят знамение, ясное знамение перед ними, раскололась луна, что они говорят? Сихрум мустамир. Это колдовство, продолжающееся колдовство, или сильное колдовство. «Ваказзабу ваттабау ахваахум», говорит Аллах. Однако они посчитали это ложью и последовали за чем? За своими страстями. Таким образом, основным качеством кафира является противостояние истине, оспаривание аль-хак, оспаривание истины. Также последней вещью, которая портит отношения между братьями, является ан-наджва, тайные беседы. Аллах, субхану та'аля, сказал в Коране: «Иннама ан-наджва мина шайтани лияхзуна аллазина аману». Воистину, эти тайные беседы — это от шайтана, который он делает для того, чтобы опечалить тех, которые уверовали. А что такое наджва? Что такое тайные беседы? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам это тоже. Альхамдулиллах. «Иза кунтум саляса, фала ятанаджа снани дуна сахибихима, фа инна залика юхзинуху». Когда вы будете втроем, или если вы находитесь втроем, то пусть двое не отдаляются от третьего, чтобы поговорить. Воистину это огорчает этого третьего. И ученые сказали, что шайтан начинает научать этому человеку, который остался один. О чем это они говорят? Наверное, они говорят обо мне что-то плохое. Раз не хотят слышать это, раз не хотят, чтобы я слышал это. И ученые сказали, что если ты хочешь поговорить с другом о чем-то, и присутствует третий человек, ты должен попросить у него разрешения. И не просить разрешения так, чтобы выглядело это как приказ. С твоего соизволения сразу ушел. Нет. Ты подходишь к нему с открытым сердцем и говоришь ему, что у меня с другом есть один разговор. Он не связан с тобой. Однако у нас есть своя тайна. Мы хотели бы поговорить об этом. Разреши нам поговорить. И этот человек, если он искренний тоже, конечно, разрешит. Потому что не все должно касаться тебя. У людей свои дела. И ты должен хорошо думать о своих братьях. Не думать плохо за них, что они что-то о тебе плохое говорят. И так можно, таким образом ты можешь поговорить со своим братом. А если же ты видишь, что даже после разговора ты замечаешь, что он как-то недоверчиво смотрит на тебя, то можно будет просто рассказать ему некоторые нюансы этого разговора. То есть указать ему на некоторые, если это возможно, рассказать ему некоторые нюансы этой темы, о которой вы говорили, чтобы он успокоился и понял, что действительно это не имело отношения по отношению к этому человеку. Дорогие братья, я прошу Аллаха субхану та'аля исправить наши отношения, чтобы в наших сердцах не осталось какой-либо злобы или зависти друг к другу, и чтобы мы исправляли свои мнения друг о друге, чтобы потом насладиться тенью Аллаха в день, когда не будет иной тени.